Сегодня граффити – динамично развивающийся вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм художественного самовыражения. Что касается Абхазии, то здесь это направление только набирает популярность. Проводятся тренинги по уличному искусству, где молодым художникам рассказывают об основных направлениях и техниках, знакомятся с известными стрит-арт-художниками и рассказывают о том, как и где наносить рисунки, чтобы они не превращались в вандализм. Так, в центре Сухума при поддержке столичной администрации совместно с архитектором Мадиной Чкото и сотрудниками ПРООН креативным рисунком было украшено здание жилого дома. По словам сотрудников ПРООН, в процессе работы возникла идея расширить пространство и вывести его за рамки ограждений, а также создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Программа развития ООН располагается на третьем этаже, и не всем легко в силу определенных ограничений. И иногда как-то печально кого-то приглашать на встречу, когда ты знаешь, что изначально не может прийти. Поэтому сегодня, уже имея такое красивое пространство, мы можем пригласить всех гостей к нам, всех партнеров на неформальные встречи, на беседы. Стрит-арт в переводе с английского означает «уличное искусство». Это направление в современном изобразительном искусстве носит урбанистический характер. Под этим направлением подразумеваются настенные рисунки, изображения в общественных местах и на различных объектах, уличные инсталляции и многое другое. Сюжет граффити жилого дома в Сухуми, на котором художники изобразили пальмы в коричневых тонах, был выбран не случайно. Им хотелось максимально связать рисунок с нашей природой, а также с экологической проблемой пальм в Абхазии. Само световое решение и сюжет граффити, мы, скорее всего, к нам пришла эта мысль уже в ходе поиска идей разных. Мы там смотрели примеры в мире, и пальма, она нам как-то стала главным элементом граффити стала, и по ходу мы уже поняли, что, наверное, проблема экологическая, которая сейчас остро стоит в Сухуми и вообще по всей Абхазии с пальмовым долгоносиком, если я правильно называю вредителя, она как-то всем уже настолько не безразлична, что, мне кажется, это во многом тоже стало замыслом граффити. Через стрит-арт художник в первую очередь пытается вовлечь зрителя в диалог и показать сюжетную программу, не присваивая территорию. И это удалось молодому архитектору Мадине Чкото. Рисунком восторгаются не только жители дома, но и проходящие мимо горожане. Мне очень нравится этот дом. Хотя я в нем не живу, но я хожу 2-3 раза мимо. С удовольствием смотрю на эту картину. Ну, просто необыкновенно. Если бы это можно было, весь город так разными украсить картинами, я бы рада была. Вы знаете, изначально мне казалось, что граффити в Абхазии, возможно, это будет не очень как-то, но глядя на этот рисунок, хочу сказать, что вполне гармонично, очень сочетается с атмосферой города, и мне очень нравится. Я за то, чтобы в дальнейшем также продолжали работать над этим и украшали город подобными атмосферными рисунками. Помимо благоустройства уличного пространства и предоставления возможности работать в условиях креативного офиса на открытом воздухе, сама идея несет за собой стремление обратить внимание на проблему чистоты в городе. Для нас главным достижением, наверное, будет не только то, что кто-то положительно отзовется об этой инициативе, а если кто-то переймет эту инициативу. Есть в Абхазии у нас довольно много организаций, которые занимаются и благотворительной деятельностью, и очень большое внимание обращают на атмосферу, которую они создают своим работникам. И возле их прилегающих территорий, я думаю, всегда найдется возможность как-то более улучшить, украсить эти пространства, чтобы их сотрудники могли также неформально сидеть, общаться и продолжать работать. Стрит-арт становится все более актуальным во всем мире. Применяя различные граффити фасадов многоквартирных домов, вовлекая в этот процесс молодых людей, можно не только обозначить проблемы, но и преобразовать пейзаж современного города. Гугу Савардани, Инала Гухава, Абхазское телевидение.